Взаимоотношения родителей и детей в семье. Педагог-психолог Серикова Айгерим. Уважаемые родители, в период дистанционного обучения ваших детей очень важно сохранить интерес и желание учиться. Для вашего удобства мы разработали для вас памятку с рекомендациями. Режим дня. В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и ритм дня. Резкие изменения режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу. Пользуйтесь ресурсами. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от школы по организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на официальную информацию. Школе также нужно время на то, чтобы организовать этот процесс. В настоящее время существует целый ряд ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в дистанционном обучении. Адаптация. Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослых. Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о вирусе и так далее, но и не погружайтесь в длительное обсуждение ситуации пандемии и ее рисков. Снизьте информационный поток. Во время вынужденного нахождения дома вам и ребенку важно оставаться в контакте с близким социальным окружением. Однако необходимо снизить общий получаемый информационный поток, новости, ленты в социальных сетях. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на темах, посвященных коронавирусу и других темах, вызывающих тревогу. Учитесь сами. Родители и близкие школьников могут повысить привлекательность дистанционных уроков, если попробуют освоить некоторые из них вместе с ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии, и тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру занятий. Для ребенка это возможность повысить мотивацию, а для родителей лучше узнать и понять своих детей. Избегайте социальных сетей. Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей, переполненных информационным шумом, а иногда и дезинформацией. Выберите сами один мессенджер и попробуйте перенести важное общение туда. Лучше избегать частого посещения чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. Позитивная активность. Находясь дома, ребенок может и должен продолжать общаться с классом, друзьями, звонки, ВК, групповые чаты. Родители могут подсказать идеи проведения виртуальных конкурсов и иных позитивных активностей. Можно предложить подросткам начать вести собственные видеоблоги на интересующую тему. Используйте время. Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка. Не надо его все время развлекать и занимать, и совместное со взрослым дело, которые давно откладывались. Главная идея состоит в том, что пребывание дома – это не наказание, а ресурс для освоения новых навыков, получения знаний для новых интересных дел.
Спасибо за внимание.